الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. Продолжаем милости Аллаха серию уроков по книге «Масаилю ва ахкам фи шархи навакид аль-Ислам». Мы дошли до третьего накида, а это, как сказал шейх Мухаммад ибн Абдуль-Ваххаб, алейхи рахматуллах, «Ман лам юкаффир аль-мушрикин أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا». Кто не выносит такфир мушрикам, либо сомневается в их куфре, либо считает их путь действительным, то такой стал кафиром по единогласию. Шарх, говорит шейх Абу Аззам, хафизахуллах. Первый рассматриваем вопрос. هل نحن مكلفون أن نكفر بجنس الطاغوت ومن كفرهم الله ومن ثبت لنا وقوعهم بناقض من نواقض الإسلام؟ Обязаны ли мы проявить неверие в Тагута и в тех, кому Аллах вынес такфир, и куфр которых для нас стал достоверным, утвердился куфр кого-либо для нас тем, что он впал в один из навакид аль-Ислам. Шейх говорит: «Акулю муста'инан биллах, инна Аллаха та'аля ауджаба алейна аль-куфра бит-тагут валь-имана биллах». Я говорю, прибегая к помощи Аллаха, воистину Аллах обязал нас проявить неверие в Тагута и уверовать в Аллаха. فعلى المسلم أن يحقق ركنا من أركان التوحيد وهو الكفر بالطاغوت وتكفير من كفرهم الله في كتابه وتكفير من ثبت لنا ارتكابه ناقضا من نواقض الإسلام بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. Мусульманин обязан осуществить столб из столпов таухида, а это неверие в Тагута, и такфир тем, которым вынес Аллах такфир в его писании, и такфир тем, от которых мы знаем достоверно и утвердилось для нас, что они впали в один из навакид аль-Ислам. После того, как были выполнены все условия и устранены все препятствия. Сказал Всевышний Аллах: «Ба'да аузу биллахи минаш шайтанир раджим, фаман якфуру بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم». Тот, кто проявил неверие в Тагута и уверовал в Аллаха, такой ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не прервется. И Аллах является слышащим, знающим. Также Всевышний Аллах сказал: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. Для вас был прекрасный пример в Ибрахиме, алейхиссалям, и в тех, кто вместе с ним. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. Вот они сказали своему народу: мы отрекаемся от вас и от того, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха. Кафаруна бикум, мы проявили неверие в вас. وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. И стала явной между нами и вами вражда и ненависть до скончания веков, пока вы не уверуете в единого Аллаха. وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم. И это есть религия Ханифия, религия Ибрахима, алейхиссалям. И Всевышний Аллах сказал: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. Кто же не желает религии Ибрахима, кроме того, кто посчитал себя глупцом? وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, и сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям: «Ман قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله». Кто скажет «Ля иляха илляллах» и проявит неверие в то, чему поклоняется помимо Аллаха, его имущество и кровь будут неприкосновенны, а его отчет у Аллаха. И пришло в сборнике Ад-Дура Руссания: «Мимма юджибу аль-джихада лиман иттасафа бихи адаму такфири аль-мушрикин, ау иш-шакку фи куфрихим, فإن ذلك من نواقض الإسلام ومبطلاته فمن اتصف به فقد كفر». Из того, что делает джихад обязательным против тех, кто обладает подобным качеством, это отсутствие вынесения такфира мушрикам. То есть, если кто-то будет не выносить такфир мушрикам, то против них джихад
становится обязательным. Или сомнение в их куфре, то есть в куфре мушриков. Потому что отсутствие вынесения такфира мушрикам или сомнение в куфре мушриков является из тех действий, которые нарушают ислам и делают его недействительным. И тот, кто обладает подобным качеством, а это отсутствие вынесения такфира мушрикам или сомнение в их куфре, тот такой впал в куфр. وَحَلَّ دَمُهُ وَمَالُهُ. И его кровь и имущество стали дозволенными. وَوَجَبَ قِتَالُهُ. И стало сражение против него обязательным. حَتَّى يُكَفِّرُ الْمُشْرِكِينَ. Пока он не станет выносить такфир мушрикам. وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قوله صلى الله عليه وسلم. И довод на это слова посланника Аллаха صلى الله عليه وسلم. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. Кто скажет لا إله إلا الله и проявит неверие в то, чему поклоняются помимо Аллаха, его кровь и имущество будут защищены. И в этом хадисе защищенность, неприкосновенность крови и имущества связались с двумя основополагающими вещами. Первое это قول لا إله إلا الله, говорит слово لا إله إلا الله. Второе это аль-куфру бима ю'баду мин дунилlah, проявлять неверие в то, чему поклоняется помимо Аллаха. И посему кровь раба и его имущество не будут защищены, пока он не осуществит эти два рукна, эти два столпа. Первое это لا إله إلا الله. И под этим подразумевается не сами слова, а смысл этих слов. А смысл слов لا إله إلا الله это таухид Аллахи биджами'и анва'иль ибада. Уединять Аллаха, то есть делать таухид в отношении Аллаха всеми видами поклонения. Второе, то есть второй столб, это аль-куфру бима ю'баду мин дунилля. Проявлять неверие в то, чему поклоняются помимо Аллаха. Валь-мураду бидалика такфиру аль-мушрикин. И здесь имеется в виду, под этими словами, такфир в отношении мушриков. Валь-бараату минхум, и отречение от мушриков. Ва мимма я'будуна ма Аллах. И отречение от того, чему они поклоняются помимо Аллаха. فَمَنْ لَمْ يُكَفِّرِ الْمُشْرِكِينَ وَعُبَّادَ الْقُبُورِ وَمَنْ عَبَدَ الصَّالِحِينَ وعدل عن توحيد الله إلى الشرك وبدل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالبدع فهو كافر مثلهم وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين. И посему тот, кто не выносит такфир мушрикам и могилопоклонникам, и тем, которые поклоняются благочестивым, и отходит от таухида в отношении Аллаха к ширку, и заменяет сунну посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, на бидаи, на нововведения, то такой является таким же кафиром, как и эти мушрики. Даже если он ненавидит их религию, и ненавидит их самих, и любит ислам и мусульман. فإن الذي لا يكفر المشركين غير مصدق بالقرآن. فإن القرآن قد كفر المشركين. И тот, кто не выносит такфир мушрикам, он отвергает тем самым Коран. Потому что Коран был ниспослан, вынося такфир мушрикам. В Коране есть такфир в отношении мушриков. وَأَمَرَ بِتَكْفِرِهِمْ. И в Коране пришел веление выносить такфир мушрикам. وَعَدَاوَتِهِمْ. И проявлять вражду к мушрикам. وَقِتَالِهِمْ. И сражаться против мушриков. قال شيخ الإسلام رحمه الله. Сказал шейх الإسلام ابن تيمية: من دعا علي بن أبي طالب فقد كفر ومن شك في كفره فقد كفر. Кто взывает к Али, сыну Абу Талиба, как это делают рафидиты, лянатуллахи алейхим, то такой впал в куфр. И тот, кто засомневался в его куфре, тоже впал в куфр. Конец цитаты из сборника Ад-Дур ас-Салима. И также сказал шейх Мухаммад ибн Абдул-Ваххаб, алейхи рахматуллах: وأنت يا من من الله عليه بالإسلام وعرف أن ما من إله إلا الله لا تظن أنك إذا قلت هذا هو الحق وأنا تارك ما سواه لكن لا أتعرض للمشركين ولا أقول فيهم شيئا لا تظن أن ذلك يحصل لك بها الدخول في الإسلام بل لا بد من بغضهم وبغض من يحبهم ومسبتهم ومعاداتهم. الشيخ сказал, то есть и ты, о тот, над которым Аллах оказал милость, тем, что Он повел тебя к исламу, и тем, что ты познал, что нет другого божества, достойного поклонения, кроме Аллаха. Не думай, что если ты скажешь «это истина», и я оставляю все, что помимо этого, однако я не противюсь мушрикам и не говорю в отношении них ничего предосудительного, то есть ничего плохого не говорю в отношении них. И шейх говорит: не думай, что тем самым ты войдешь в ислам. Напротив, ты обязан проявлять ненависть к ним, к мушрикам, и проявлять ненависть тем, кто любит этих мушриков, даже если сам не совершает ширк, и ругать их, порицать их и враждовать с ними. Кама каля абука Ибрахим, как это сказал твой отец Ибрахим, алейхиссалям,
والذين معه и те, которые вместе с ним. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. То есть они сказали: мы отрекаемся от вас и от того, чему поклоняетесь помимо Аллаха, и мы проявили неверие в вас, и стало явной между нами и вами вражда и ненависть, пока вы не уверуете Всевышнего Аллаха и Его единого. وقال تعالى, также сказал Всевышний Аллах: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. Тот, кто проявил неверие в Тагута и уверовал в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять. وقال تعالى, также Всевышний сказал: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. И мы послали каждой общине посланника с велением: поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь Тагута. И далее шейх говорит: وَلَوْ يَقُولُ رَجُلٌ, если кто-то скажет: أَنَا أَتَّبِعُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وهو على الحق لكن لا أتعرض اللات والعزى ولا أتعرض أبا جهل وأمثاله ما علي منهم لم يصح إسلامه. Если кто-то скажет: я следую за посланником Аллаха саллаллаху алейхи вассалям, и он на истине, однако я не противюсь Ляте, Уззе, Абу Джахлю и им подобным, что мне до них? И шейх говорит, то ислам такого не будет действительным. وأما مجادلة بعض المشركين بأن هؤلاء الطواغيت ما أمروا الناس بهذا ولا رضوا به فهذا لا يقوله إلا مشرك مكابر. А что касается спора некоторых мушриков, где они говорят, что эти тагуты, они не велят людям это, ширк куфр, и недовольны этим, то такое может сказать только мушрик, надменный, высокомерный мушрик. Конец его слов. هذا الناقض من أشد النواقض على الطواغيت الذين يتزلفون ويتبطحون للغرب الكافر الذين يلتمسون رضا اليهود والنصارى. Это самый ненавистный из навакидов для тагутов, которые льстят кафирскому Западу и заискивают их благосклонность, то есть благосклонность иудеев и христиан. وقاموا بحذف هذا الباب من المناهج الدراسية ومنعوا الخطب المنبرية أن يتعرضوا لهذا الناقض فلعنة الله عليهم. И что эти тагуты сделали? Они принялись убирать эту главу такфира в отношении мушриков из образовательных систем и стали запрещать затрагивать тему такфира на минбарах. Фалянатуллахи алейхим. То есть третий рассматриваемый вопрос. Таудиху каида ман лам юкаффир кафир кафар. Разъяснение правила: кто не вынес такфир кафиру, становится кафиром. Первая категория – это аль-куфару аль-аслиюн, аллазина кафарахум Аллаху фи китабихи каль-яхуди ван-насара. هؤلاء يجب تكفيرهم فمن لم يكفرهم كفر لأنه مكذب للقرآن الكريم حيث أن الله كفرهم في آيات واضحات محكمات. Это исконные коренные кафиры, которым вынес такфир Аллах в его писании, как иудеи и христиане, и таким нужно обязательно выносить такфир. И тот, кто не вынес таким такфир, становится кафиром, потому что он отвергает Коран, где в Коране Всевышний Аллах выносит им такфир в ясных, недвусмысленных аятах. И передал аль-Кади Ияд, рахимахуллах, иджма' аль-уляма, иджма' ученых на это, факали и сказал: аль-иджмa'у аля куфри ман лам юкаффир ахадан мин ан-насара валь-яхуд ва кулли ман фарака дин аль-муслимин ау вакафа фи такфирихим ау шакка. Он говорит, иджма' пришел, состоялся иджма' на куфр того, кто не выносит такфир кому-либо из числа иудеев и христиан, и также кому-либо из тех, кто оставил религию мусульман или остановился в их такфире, то есть такфире иудеев и христиан и такфире тех, кто оставил религию ислам, или сомневался в их куфре. Конец его слов. وقال شيخ الإسلام رحمه الله, сказал шейх الإسلام ибн Таймия: من شك في كفر اليهود والنصارى والمشركين فإنه كافر. Кто сомневается в куфре иудеев и христиан и мушриков, то есть и остальных мушриков, как маджусы и так далее, огнепоклонники и так далее, то такой является кафиром. Это относительно первой категории, а это исконные коренные кафиры. Вторая категория: من بدل دينه إلى دين كفره الله تعالى في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مثل أن يبدل دينه من الإسلام إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية، فهذا حكمه كسابقه
يجب تكفيره وتكفير من لم يكفره. Вторая категория — это тот, кто заменил религию ислам на другую религию, которому Всевышний Аллах вынес такфир в его писании или в сунне Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям. К примеру, кто заменил религию ислам на христианство, иудейство, огнепоклонство и так далее, то хукм такого человека, как хукм предыдущего. И надо такому выносить такфир, то есть кто заменил религию Аллаха на другую религию, и выносить такфир тем, кто не выносит ему такфир. Третья категория: من ادعى الإسلام وقد ارتكب ناقضا معلوما من الدين بالضرورة ومجمعا عليه لا خلاف فيه فقد ارتد عن دين الله، كمن يدعي الألوهية في علي رضي الله عنه، أو يدعو غير الله، أو يسب الله، أو يسب رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا إن علم أنه تلبس بهذا الناقض فيجب تكفيره وتكفير من لم يكفره. Третья категория – это те, которые причисляют себя к исламу, но совершили действия, выводящие из ислама, известные религии по необходимости, по естеству, и относительно которого есть единогласие, не вопрос разногласия. То такой стал муртаддом, то есть вероотступником, тот, кто впал в один из навакидуль ислам. Как, например, те, которые утверждают, что Али является Богом, то есть утверждают божественность Али, или взывают другому помимо Аллаха, или оскорбляют Аллаха, или оскорбляют его посланника, саллаллаху алейхи вассалям. И тот, кто узнал, что этот человек впал в это действие, обязан выносить такому такфир. И выносить такфир тому, кто не вынес ему такфир. То есть выносить такфир тем, которые впали в этот накид, а это взывать другого помимо Аллаха и так далее. И выносить такфир тем, кто не выносит им такфир. То есть остановился в такфире мушрик. Аля шейху l'Ислам рахимахуллах, сказал шейху l'Ислам ибн Таймия: «Амма ман сабба ас-сахабата вактарана бисаббихи دعوى أن عليا رضي الله عنه إله أو أنه كان هو النبي وإنما غلط جبرائيل في الرسالة فهذا لا شك في كفره بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره». Что и касается того, кто оскорбляет сподвижников, и свое оскорбление в отношении сподвижников он связывает с тем, что он утверждает, что Али является Богом. Или этот человек говорит, что он был пророком, Али. Однако Джабраиль ошибся, когда передавал посланничество, когда пришел с велением от Аллаха. Ибн Таймия говорит, нет сомнения в куфре этого человека. Напротив, нет сомнения в куфре того, кто остановился в такфире такого человека. وكذلك من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت أو زعم أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك، وهؤلاء يسمون القرامطة والباطنية ومنهم التناسخية، وهؤلاء لا خلاف في كفرهم. Что и касается тех, также это касается тех, которые утверждают, что Коран, то есть у него некоторые аяты лишены, Коран лишен некоторых аятов, или некоторые аяты сокрыты, или утверждает, что у Корана есть какие-то внутренние толкования, посредством которых вот эти узаконенные дела, они отпадают. Или будет говорить подобные вещи. Их называют карамиты и батаниты, и также из них есть те, которые верят в реинкарнацию душ, то есть переселение душ. Относительно таких людей нет разногласий в их куфре. Конец его слов Ибн Таймии, алейхи рахматуллах. Четвертая категория: «Ман иртакаба накидан минан навакиды гайра аль-муджмаи алейха мислю тарики ссаля. فالصحيح أن تارك الصلاة كافر لكن هنا لا يكفر من لم يكفره بوجود الخلاف». Это тот, кто впал в один из навакидуль ислам, но относительно которого нет единогласия, как оставление молитвы полений, как оставление молитвы. Более верное мнение – это то, что оставивший молитву является кафиром. Однако не выносится такфир тому, кто не вынес такфир, оставившему молитву. Почему? Потому что состоялось разногласие среди поздних ученых после сахабов. У сахабов было единогласие в отношении этого вопроса, что оставивший молитву является кафиром. Однако после сахабов возникло разногласие. По причине этого разногласия, которое состоялось, и выносится такфир тем, кто не вынес такфир, оставившим молитву. Четвертый рассматриваемый вопрос. Этот накид, который шейх упомянул, здесь три картины. Первая – это картина, которую мы упомянули. Вторая – это тот, кто засомневался в куфре мушриков. Его положение возвращается к тому, что мы упомянули ранее. Но разница лишь в том, что тот, кто не выносит такфир кафиру, он впадает в куфр по причине того, что он отвергает Коран, весть Аллаха. А что и касается того, кто засомневался в куфре кафира, то такой
становится кафиром, потому что он сомневается в вести Аллаха. То есть то, что Всевышний Аллах рассказал, он в этом сомневается и не принимает это. Третья картина, то есть третья категория из этого накида, это те, кто посчитали путь мушриков действительным. ويدخل في هذه السورة من قال إن دين اليهودية ودين النصرانية دين صحيح ولهم الحرية أن يبقوا على دينهم. То есть сюда входит, в эту категорию входит те, которые говорят, что религия иудеев, религия христиан является правильной религией, и у них есть свобода, то есть они имеют право оставаться на их религии. ويدخل في ذلك من قال الإسلام واليهودية والنصرانية كلها أديان صحيحة وهي على الحق. Также в эту категорию входит тот, кто говорит, что ислам, иудейство и христианство все они являются правильными религиями, и все эти религии на истине. وكذلك الدعوة لوحدة الأديان كلها دعوات كفرية خبيثة نتنة لعنة الله عليهم أجمعين. И также призыв к единению религии. Все эти призывы являются куфровскими, мерзкими и вонючими. Да проклянет Аллах их всех. И на этом закончим. Субхана раббика раббил иззати амма ясифун. Ва саламун аля аль-мурсалин. Вальхамду лиллахи раббил аламин.